Дом Алиме Мамбетовой полон гостей. Здесь царит атмосфера любви и настоящего праздника. В кругу своих самых близких и родных она отмечает свой столетний юбилей. Каждый спешит обнять и поздравить юбиляршу. Алиме Мамбетова родилась в 1924 году в селе Айсерес под Судаком. С самого детства ей пришлось пережить тяжелые испытания. 5-6 yaşında olganda anam onları Ural'a yolladılar. Ural'da rahmetli dedem hazalanıp direkt dibine kalıp anda geçindi. Dedem olmagan son 2-3 yıldan son Hartanamın kardeşi gelip onlarını alıp kayıttı. Kırım'a geldiler, Seyitler rayona. Noğayçı köyüne yaşadılar o anda. Son cenk başlagan son 44. sene gene kaytıp vardılar Айсерес köyüne. Но вскоре семью Алиме Мамбетовой ожидало еще одно тяжкое испытание – депортация 1944 года. Об ужасах высылки она каждый день рассказывала детям и внукам. Bir soldat aytты, yani siz bir şey almadınız, sizni bundan surgun edecekler. Aşamağa ruba alınız dedi. Sonra anam aytsam kirdik dey. Tez onda buğday var edi, bir çuvala, 2 çuvalga buğday doldurduk dey. Anam dey arabaya koysa askerler alıp atalar dey. Sonra çuvalını gene koydu, oturdu üstüne anam dey. Koymadı almağa çuvalını, öyle de o buğday çuval bizni kurtardı dey açlıktan anda. Семья Алиме Мамбетовой попала в Андижанскую область. Там она встретила спутника жизни Абдулгафара Мамбетова, с которым построила счастливую, полную любви жизнь. Вместе они воспитали 8 детей, привив им любовь к языку, народу и Крыму. Bize Kırım как это masal dayın edi. Balbamlar her vakit Kırım için laf yürgüzeydiler. Onun için öğrendik. Bizim hanımızda Kırım, her daim Kırım edi. Birinci yıllar deyip bakar edik dey, ona poyezdına dese gelip bizi alıp kaytacaklar, gene abarad Kırım'a deyip. Çok beklegenler. Ну, у родителей очень сильная ностальгия была по Крыму. Они всю жизнь как-то скучали, я скажу, или как. Если мы садились за стол кушать, брали грушу и говорили, вот Крымда пек не жетли армут вареды. Второй что-нибудь возьмут виноград, вот Крымда обли юзумнер вареды. У них всегда была ностальгия и стремление. Первый раз в Крым я приехал в 25 лет, но я Крым представлял уже по их рассказам. В Крым Алиме и Абдулгафар Мамбетовы вместе с детьми переехали в 1988 году. Семья обосновалась в Ахмеджите. В 2016 году Абдулгафар Карбаба не стало. Вместе с Алиме Хартана они прожили счастливых 68 лет. Вместе они преодолевали сложности и стали большим примером для детей и внуков. Несмотря на возраст и здоровье, говорят они, у Алиме Бита и сегодня волевой характер. Айсересский характер, очень горячий. Хотя, с другой стороны, если бы не такой характер, наверное, было бы, может быть, и сложнее ей. Никогда не раскисала. Молодец, она всегда находила выходы, всегда находила решения любых проблем, всегда отстаивала интересы своих детей. Боевая, очень боевая у меня бабушка. Поэтому она и пряник давала, и шамар давала рядом тоже. Она пережила столько испытаний, и она для нас является примером того, как нужно выстаивать все трудности. Они столько с дедушкой вместе пережили, преодолели. У них такая большая дружная семья. И всегда находили повод пошутить, поулыбаться. Всегда находили повод быть в хорошем настроении. Всегда дом был полон гостей. Вот сколько себя помню с детства. Эр заман айтайды, тоқыр яшайышы олмақ керек ағамдар дегені кібі. Яқшылыққа етер yok. Яқшылық яқмай тұрышыңызде. Бүтін өмір өзлері чарес олса, әркезге ярдымға яқшылыққа тұрышы еділер. Біздің де оле өгреттілер. Секрет долголетия Алиме Мамбетовой прост – трудолюбие и работа, любовь к жизни и родным. У Алиме Бита 21 внук и 40 правнуков. В свои 100 лет она желает лишь одного – счастья и здоровья каждому из них.